Попали на счетчик. Супружеская пара пенсионеров из Чесноковки под Уфой уже больше года пытается понять, откуда взялся долг за электричество свыше 100 тысяч рублей. Бытовыми приборами они практически не пользуются, к тому же в доме установлены энергосберегающие лампочки. Но даже при ежемесячной оплате квитанции задолженность только увеличивается. Причину искал наш корреспондент Азат Садриев. За январь месяц у нас сгорело 6984 киловатт. Судя по этим счетам за электричество, Зифа Юнусова вместе с супругом живет не в обычном загородном доме, а как минимум во дворце. Иначе как объяснить такое потребление энергии? Вот и пенсионеры этого не понимают. Это невозможно. Живем два старика за 80, за 90. Мы ложимся 9 часов, утром встаем фактически 12 часов в сутки на постели. И откуда вот такие цифры? Как по ним платить? Впервые крупный счет, который едва не довел пенсионеров до инфаркта, пришел в конце прошлого года. Чрезмерное употребление электроэнергии зафиксировал счетчик, установленный на улице. Но домашний прибор учета давал другие показания. Запутавшись в цифрах, супруги обратились за помощью к юристам. Они оплачивают регулярно показания по домашнему счетчику, который находится в их доме. Он опломбирован. Мы сдали данный счетчик на поверку. У нас есть сертификат поверки. До 2025 года данный счетчик действительный. На основании этого было написано заявление в СКБ о перерасчете электроэнергии и списании того долга, который был насчитан по счетчику на опоре. Не дождавшись этого, пожилые супруги обратились в прокуратуру. Жилищная инспекция тем временем провела свою проверку и выдала предписание энергосбытовой компании провести перерасчет. По итогам проверки нами было выдано в отношении СКБ предписание, чтобы расчет платы за электроснабжение провели на основании показаний прибора, который у нас установлен внутри данного дома. ОСКБ с нашим предписанием не согласились, ими подано заявление в арбитражный суд. На сегодня действие нашего предписания приостановлено до принятия решения окончательного. Чтобы погасить задолженность, компания подала в суд и на самого хозяина дома, 90-летнего ветерана. Сегодня к ним вновь приехала комиссия. Осмотр дома длится уже больше часа. Члены Госкомитета Республики по строительному и жилищному надзору, а также представители энергосбытовой компании проверяют каждую лампочку, электробытовой прибор и технику, пытаясь понять, что могло вызвать столь большой расход электроэнергии. Давать комментарии на камеру проверяющий от ЭСКБ не захотел, но в неформальной беседе отметил, что в доме установлен старый дисковый счетчик, который имеет погрешность, в отличие от цифрового на улице. Могла ли разница составить более 100 тысяч рублей, выясняет комиссия. Тем временем юрист пожилой пары заметила, что уличный счетчик, на котором во время прошлой проверки было зафиксировано свыше 60 тысяч киловатт-часов, и который они просили проверить на корректную работу, исчез. Проверку с марта месяца счетчика того так и не провели. При этом счетчик тот демонтировали. И вопрос, где он сейчас на сегодняшний день. При этом замена счетчика произведена без потребителя, что и является существенным нарушением. Устав от волокиты, сами пожилые супруги готовы раскошелиться на цифровой внутридомовой счетчик, даже несмотря на то, что уже установленный имеет сертификат соответствия. Лишь бы эта история поскорее закончилась. Но если они скажут, это старое поколение, новый поставьте, я уже на новый платила 7,5. Еще заплатим, но чтобы был покой. Азат Садриев, Роберт Давлетбердин, Станислав Птица и Михаил Вавилов. Новости. Уфимский район.